Восточная Абхазия – интересная и самобытная часть прекрасной республики, перспективы развития которой, пожалуй, по-настоящему огромные. Гости нашей страны часто интересуются экскурсиями к достопримечательностям востока Апсны. Живописная природа, водопады, уютные города и, конечно, город-призрак Акармара. История заброшенного шахтерского городка известна каждому жителю Абхазии. Но одной из сложностей в развитии туристической сферы данного района была дорога, непригодная для комфортной езды. Разбитое дорожное полотно создавало неудобства и для проживающих поблизости местных жителей. Теперь же, когда начались ремонтные работы, эта проблема будет решена. Протяженность ее составляет более 15 километров, средней шириной 6 погонных метров. Общая площадь асфальтированной составила более 92 тысяч квадратных метров. Стоимость данного объекта 219 миллионов рублей. На данный момент выполнено порядка 70% из общего объема. Общая протяженность ремонтируемой дороги составляет более 15 километров. Финансирование проекта осуществляется за счет инвестиционной программы. Большая часть работ уже выполнена. В прошлом году проходила подготовительная работа, необходимая из-за сложности горного ландшафта. С начала 2024 года проходит асфальтирование участка. Основная сложность – это рельеф, очень сложный горный рельеф. Это обрывы, это грунт слабый. Приходилось устраивать подпорные конструкции, менять грунт, обсыпать это все дело. Основные работы, которые составляли сложность, уже пройдены. Проект, начавшийся в мае 2023 года, планируется завершить до конца текущего года, однако строители надеются сдать дорогу уже в октябре. Реконструкция дороги значительно улучшила транспортную доступность региона. До туристических объектов теперь можно добраться и на легковом автомобиле или же туристическом микроавтобусе. Мы планируем завершить работы пораньше, где-то в октябре, скорее всего, мы будем сдавать этот объект в эксплуатацию. Дорога у нас начинается от городской части до поселка Акармара. Произошедшие изменения не могли не заметить жители Ткварчальского района, гости республики и в особенности работники туристических объектов. Так, Оксана Тарба, работающая в ресторане у Святого Водопада, поделилась, что время, затрачиваемое на дорогу до работы, значительно сократилось. И благодаря реконструкции дорожного полотна увеличился туристический поток. Люди с удовольствием добираются до нашего ресторана. И дальше тоже ребята возят дальше. Раньше были условия немножко другие, и дорога была ужасная, конечно, побитая вся. А сейчас с удовольствием на маленьких машинах добираются. Благодарны мы всем, кто принимал участие в этом. Раньше мы час добирались, даже больше часа. А сейчас, что за каких-то 15-20 минут мы с города уже добираемся до работы. Для местных жителей новая дорога стала настоящим подарком. Анастасия Тамашева живет рядом с поселком Акармара. Она рассказала, что раньше добираться от дома до Ткварчала было практически невозможно. А теперь, после асфальтирования дороги, регулярно ходит рейсовый автобус. Сделали асфальт, и с этим нам стало намного легче. Мы можем свободно добираться на своих машинах, на такси. Стал часто функционировать автобус. То есть это все благодаря тому, что в нашу сторону сделали асфальт. Оценили новое дорожное полотно и гости республики. Еще участок дороги сделают, и будет вообще супер. Хороший будет, вторая Рица, здорово. Лет через 10 будет вообще здорово. Важно отметить, что реконструкция дороги Ткварчала-Кармара не только улучшает транспортную доступность региона и значительно упрощает жизнь местных жителей, но и открывает новые перспективы для развития туризма в восточной части Абхазии. Рада Чачава, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.